Когда уроки в школах заканчиваются, для детворы наступает время увлечений. После обеда в Алданском центре дополнительного образования становится оживленно и шумно. В шахматном кружке разворачиваются настоящие баталии. Победы и поражения, разгром и заключение мира. За считанные минуты на доске, возможно, невероятные. Соперника недооценивать нельзя, а если он сильный, ему и проиграть не стыдно. В соседнем кабинете располагается мультстудия. Здесь будет создано немало познавательных мультфильмов и роликов, а пока ребята разрабатывают эмблему своей творческой группы. Полным ходом идет процесс в студии графического дизайна. Над нанесением печати на футболку Роман трудился около получаса. Обновку примерил сразу же. Первая группа второгодников, второй тоже второгодник, третий первогодники. Сейчас почти 30 детей есть. Студия графического дизайна была открыта в центре в прошлом учебном году. Володя Кузнецов начал осваивать это искусство с нуля. Создание визуальных образов увлекло школьника сразу же, и сейчас он справляется с задачами повышенной сложности. Я занимаюсь созданием для футболки надписи, Занимаюсь векторной графикой и ростовой. Делаю проект на конкурс. С наступлением учебного года к действующим на базе центра кружкам и секциям добавились новые направления. Вокально-инструментальный ансамбль «Ритм» сразу завоевал популярность у юных меломанов. Педагог Милена Борисова приехала в Алдан из Верхневилюйского района. С ней дети могут освоить игру на любом музыкальном инструменте. Сейчас в группе Милены Адамовны 14 человек. Пока она проводит индивидуальные занятия. Ребята делают лишь первые шаги в музыкальное искусство. А наиболее востребованы 3 направления. Барабан и гитара, инструмент и фортепиано. Интерес у многих ребят вызывают медиатехнологии. Медиастудия в Центре доп. Образования открылась в прошлом учебном году. Достижений и покоренных вершин у юных операторов, фотографов, режиссеров и корреспондентов уже немало. Опыт работы с информацией также разнопланов. Мы с ребятами уже посетили экскурсию в Якутск, в IT-парк. Побывали в IT-парке, побывали в драйве. Также дети там обучались у профессионалов по фотографированию, по созданию блогов. Также из наших достижений мы поучаствовали от движения первых в «Чудо-кино», где мы стали только участниками, мы только учимся. Также у нас создан свой канал в ВК, медиастудия «Фокус», куда мы выкладываем наши работы. В принципе, все могут там посмотреть. Медиастудия была оснащена на средства гранта, полученного от благотворительного фонда Тимченко «Среда возможностей». Стоит отметить, что проект еще не финишировал, и педагоги, воплощая заявленную идею в жизнь, разрабатывают новые инициативы. Конкурс «Среда возможностей» включает 3 этапа. Мы сейчас проходим первый этап и как раз отчитываемся в эти дни по первому этапу. Если наш отчет удовлетворит экспертную комиссию, то мы пройдем на второй этап. На базе Алданского центра доп. Образования действуют более 20 кружков и секций. В настоящее время педагогическим коллективом реализуется проект «Семейный круг», направленный на организацию совместного досуга детей и родителей. Суть проекта заключается в том, чтобы организовать качественный совместный досуг детей и родителей. Педагоги центра проводят тематические мастер-классы. У нас были мастер-классы по рисованию мандал, потом по созданию игрушек. В целом, общий охват школьников системой дополнительного образования по району составляет более 600 человек. Филиалы центра работают при школах Тамота, Нижнего Куранаха и Ленинского, а также в отдаленных селах – Хатыстыре и Кутане. Одним из самых популярных направлений является юнармия. Юнармия у нас на базе 9-й школы, на базе 6-й школы города Томмот. Служить в юнармии почетно. В этом твердо убеждены многие алданские школьники. Районное отделение всероссийского движения активно пополняется, численность бойцов увеличивается. В октябре 2025-го, 1 год со дня образования, отметил отряд при школе номер 9 микрорайона Солнечного. С праздником бойцов товарищи и педагоги поздравили на торжественной линейке.
Мы развиваемся, ребята очень дисциплинированы стали, начали познавать вот эти все навыки, всю деятельность, и они еще больше заинтересовываются с каждым днем. Поэтому результат есть, мы работаем дальше. За год занятий и тренировок бойцы освоили множество навыков и умений. Свои достижения ребята продемонстрировали сверстникам в показательном выступлении. Юнармейцы подготовили историческую реконструкцию некоторых основных событий Великой Отечественной войны. В работе с новобранцами тренер ставит акцент на освоение приемов единоборств и самозащиты. Да, я делаю на боевое искусство, так как я сам тренер Федерации ММА по смешанным единоборствам. И делаем акцент по рукопашному бою, чтобы у него была подготовка от оружия, от ножей. То есть мы разучиваем, я им все показываю, они вот заинтересованы. И сегодня вот как достаточно красиво это все продемонстрировали. В настоящее время отряд 9-й школы объединяет 32 бойца. Младшим ребятам всего 8 лет, а их старшие товарищи уже в 7 классе. Как отмечают педагоги, за год службы в рядах юнармии школьники не просто повзрослели. Они стали более сознательными и ответственными. Я очень горда, что мои ученики ходят в юнармию. Во-первых, это очень дисциплинирует детей, развивает чувство патриотизма, и у них вот совсем другое уже восприятие. Я очень горда за них. Сами же бойцы знают точно, их отряд стал настоящей командой, дружной и сплоченной, в которой соратники всегда готовы прийти на выручку товарищу. А при необходимости каждый человек бесспорно может рассчитывать на поддержку. Вообще легко было найти общий язык, потому что мы в одной школе учимся, общаемся там с кем-то, так что легко довольно-таки. Ну, я думаю, что наша команда очень дружная, мы всегда готовы поддержать друг друга, помочь друг другу, никогда друг друга не ругаемся. И, в принципе, мы хорошая команда. За год юнармейской службы ученики 9-й школы неоднократно принимали участие как в районных, так и в республиканских соревнованиях. К слову, ребята показывали себя весьма достойно. Копилка их достижений пополнилась значимыми победами. Да, достижения у нас уже есть. Мы выезжали и соревновались на День военно-воздушных силах у нас в Алдане. Выезжали на республиканский слет юнармейцев. Там заняли 1-е место по тактической медицине. Заняли 2-е место, как Дом юнармии нам присвоили в городе Томоте. И свои личные первенства они там тоже достаточно хорошо показали. Самым для меня ярким моментом был день ВДВ 2 августа, когда мы были на соревнованиях на металлургии. Мне там очень сильно понравилось, подготовка и все такое. То есть мне очень сильно понравилось. Для меня это был самый запоминающийся момент в моей жизни в юнармии. Наверное, самое интересное – это зимний слет. Там много чего было. Мы в театре ходили, всякое такое. И, получается, катались там на буране, вот что-то типа того. Очень понравилось. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются, и на ближайший учебный год планы у отряда масштабные. Как в настоящей юнармии, для юных защитников Отечества послаблений не предусмотрено. И уже завтра ребят ожидают непростые испытания. Завтра у нас будет «Динамовец», патриотическое военное соревнование, проходит на Солнечном, на базе с «Локомотива». И вот мы тоже туда готовимся. Наряду с кружками и секциями Алданского центра дополнительного образования различные направления действуют при школах. Мальчишки и девчонки активно вовлекаются и во внеурочную деятельность. Так, с прошлого учебного года в стенах школы номер 2 города Алдана работает больничка. А ее пациентами становятся книжки, нуждающиеся в починке и ремонте. Книжная больница – это проект для восстановления и сохранения книг, которые пострадали от времени или небрежного обращения. Идея возникла от необходимости заботиться о нашем книжном фонде, дать возможность каждому желающему вернуть к жизни любимую книгу. Больничка для книг разворачивается в читальном зале по мере необходимости. Сегодня помощь поврежденным книжкам оказывают 4-классники. Подклеить обложку, укрепить корешки, по возможности восстановить разорванные странички. Книжных болезней великое множество. С некоторыми недугами юным лекарям бывает справиться непросто. Когда листы сами прям все в разнобое, не все, не по порядку, а все прям разорваны.
Акция по реставрации поврежденных книг нашла живой отклик в сердцах юных читателей с первых дней. В оказании помощи литературным изданиям принимают участие все классы, и книжкина больничка при библиотеке второй школы работает на постоянной основе. В принципе, участвуют, наверное, все классы. То есть кто-то приходит, учебники свои сдает, и если где-то они не успели подклеить, мы вместе ремонтируем их тут, сдаем, получаем новые, также ремонтируем. Восстановление книги – работа тонкая, зачастую требующая скрупулезности, усидчивости и немалого терпения. Процесс, тем не менее, захватывает, и ребята с энтузиазмом изучают и осваивают различные реставрационные нюансы. Мы с ребятами берем книгу сначала, осматриваем ее, устанавливаем ей диагноз, методы лечения назначаем ей, что там нужно поменять. Может, обложку, может, переплет поменять даже надо. И наши инструменты, наши лекарства – это скотч, клей, ножницы. Ребята работают аккуратно и ловко, старания и изобретательности мальчишкам и девчонкам не занимать. И из больнички многие книжки выходят почти как новенькие. А товарищам, которые позднее возьмут эти книги, мастера-лекари оставляют важное напутствие. Книгу нужно беречь, и любое повреждение чинить сразу. Конечно, книги не обязательно портить. Это очень плохо, поскольку что они передаются следующим детям, которые во вторых классах. Книги тоже портятся. Они не вечные, конечно, но их можно как-то подправить, если они даже порваны. Страницы можно подклеить, все это сделать. В лечении отдельно взятой книги ребята просматривают каждую страничку. Очень часто встречаются сделанные карандашом пометки. Их нужно стереть, чтобы вернуть тексту чистоту. Просто не надо так делать, потому что книжка – это наши знания. Можно сказать, это как наш паспорт, поэтому нужно не испортить их, а просто читать и узнавать от них что-то новое. Художественная литература, сказки, словари, энциклопедии и учебники. Книжная больница принимает и лечит всех пациентов. Наряду с бесспорной пользой по сохранению библиотечного фонда проект несет огромное воспитательное значение. Книжная больница, она не только помогает нам сохранить книги, но также научить любить книгу, с уважением относиться к литературе. И также, наверное, способствует развитию коллективного духа и ответственности. Стоит отметить, что у ребят библиотека пользуется спросом. Кроме литературы по программе внеклассного чтения, здесь можно найти научные издания и, конечно, взять книгу для удовольствия. Читают ребята охотно и затем делятся друг с другом впечатлениями. Последний раз читал маленькая злая книжка, там 7 частей. Я прочитал, получается, 6, и вот последние остались. У меня есть любимая книга про зверушек. Там есть лисичка, волк и ежик. У меня знаменитая собачка Соня. В этой книге много интересных рассказов про собачку маленькую, которая живет с хозяином в квартире. Собачка Соня, например, она задается очень разным вопросам. Самыми активными посетителями библиотеки являются ученики младших и средних классов. К слову, традиционные издания бумажного формата представителям юного поколения нравятся больше, чем электронные. Обычные будут интереснее. Может, электронные не те. Электронные – это просто в телефоне считать. Интеллектуально-творческое развитие, физическое становление, духовно-нравственное совершенствование, достижение поставленных целей, открытие либо создание чего-то принципиально нового. Работа с подрастающим поколением ведется по различным направлениям. Пробуя силы в той или иной области, ребята раскрывают собственный потенциал.